Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем работу первого профессионального трека. Итак, образовательная инфраструктура школы. Мы сегодня понимаем, что в течение 3 дней мы будем обсуждать те ресурсы, которые сегодня дают возможность образовательной организации включиться в процесс обновления инфраструктуры, оборудования и обновления кадровых ресурсов. И первая сессия в рамках нашего трека посвящена цифровой трансформации образовательной инфраструктуры в контексте повышения качества образования. Эта тема для нас очень важная. Мы ежегодно, в течение уже 5 лет, именно такое наименование нашей сессии определяем для наших спикеров. Итак, уважаемые коллеги, традиционно мы начинаем нашу сессию с участия нашего партнера, федерального эксперта Марины Ефимовны Вандорф-Сысоевой. Марина Ефимовна, вы с нами? Марина Ефимовна, я прошу вас подключиться. У вас очень интересное выступление. Нам очень важно сегодня действительно вместе с вами поразмышлять о методисте-профессионале. Мы понимаем, что цифровая трансформация образовательного процесса – это очень важный результат. Как его измерить? Какие должны быть кадры? Кто такой методист-профессионал с точки зрения именно цифровой трансформации? Уважаемая Марина Ефимовна, Республика Коми вас ожидает. Мы просим вас подключиться для работы на международной конференции. Мы сегодня проводим нашу конференцию в онлайн-режиме. Кто-то работает вместе с нами на некоторых треках очно, но сейчас это именно сессия, это онлайн-сессия. Поэтому, Марина Ефимовна, мы просим вас подключиться и традиционно начать работу нашей стратегической сессии. Потому что именно ваш стратегический взгляд, ваше видение, они дают основания для очень важных управленческих решений. Это решения и когнитивного характера, и методического характера. Поэтому, конечно, Марина Ефимовна, именно вы, как первый спикер, для нас важны. Марина Ефимовна, пожалуйста, вам слово. Республика Коми вас приветствует, рада вас видеть. Мы встречались очно несколько дней назад, и, конечно, очная встреча, она дала очень много положительных эмоций, поэтому надеемся, Марина Ефимовна, что в следующий раз вы будете в республике, будете принять очное участие в наших мероприятиях. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Галина Владимировна, это правда, очную встречу ничем не заменить, это совсем другие эмоции, другая жизнь. Я думаю, что все наладится, Да. это может стать даже и регулярным. Будем надеяться. Марина Ефимовна, вам слово. Спасибо. Тема, которая сегодня заявлена, она, вы знаете, очень-очень важна и интересная. И именно потому, что сегодня вопрос методиста и его роли в учебном процессе абсолютно актуален. Я на эту тему говорю, много лет уже, еще с прошлого века, извините, пожалуйста. Но услышали, может быть, и в том числе то, о чем я говорю, и сегодня и бизнес-компании, потому что стало очевидным, что в этом образовательном пространстве совершенно невозможно без человека, который бы разбирался вот во всех нюансах организации современного учебного процесса. Мы живем с вами вот в такой актуальной парадигме. У нас есть и традиционные решения, есть и дистанционные решения, а есть и гибридный формат. И учителю самостоятельно сегодня достаточно сложно разобраться, а что же делать, как быть вообще, куда направить свой взгляд, как учить одновременно и тех, кто очно, и тех, кто заочно пришел к нам в эту уникальную аудиторию. Изменились подходы к организации обучения, изменился запрос. Вы, наверное, помните, что в законе об образовании написано, что участниками образовательного процесса являются и ученики, и их родители, и общество. Это интересная история. И мы сегодня рассматриваем разные вариации решения существующих задач. Например, направление запросно-ориентированного обучения, когда в центре обучающийся,
как работать в такой парадигме. Или, например, очень актуальным становится вопрос, касающийся практики, практикоориентированное обучение. Сегодня каждый стремится понять, зачем ему нужно то, чему его обучают. Может быть, вы помните, когда заканчивали университеты, вузы, всегда говорили так: ну, теперь забудьте, чему вас учили здесь, давайте займемся новым обучением на рабочем месте. Но ведь это годы, это время, которое всегда жалко, простите, и поэтому одно из серьезных направлений — практикоориентированное обучение. Согласование цели на маршруте. Ведь сегодня важно понять, а кто, с какой целью пришел к нам на учебное занятие, каким образом эта проблема решается, как сделать, как вовлечь обучающегося в учебный процесс. Но ведь совершенно очевидно, вовлечение тогда возможно, когда ученик понимает, зачем он пришел и что для него даст этот учебный процесс. Ну и, наконец, уникальная возможность учить независимо от этой границы, фиджитал обучение, когда мы с вами понимаем, что у нас в классе есть обучающиеся и дистанционные, и виртуальные, и обучающиеся очные, когда мы не ощущаем эту границу разделения, тогда наступает фиджитал, и мы начинаем одинаково и готовиться к уроку, что немаловажно, и обучать, и не замечать этой границы. И это пик в обучении. Доказательное обучение сегодня очень важно не просто рассказать, вы знаете, вот солнце на небе светит, а нужно доказать, что это так, или во сколько восходит луна, и какие происходят явления в природе. Обучение сегодня доказательное, и этому тоже нужно учиться. Уникальная возможность современной цифровой образовательной среды — это персонализация. Персонализация, потому что благодаря созданным системам в образовательных организациях мы с вами можем учить по потребностям. Каждый может не просто быть на очном занятии, но и, используя современную цифровую среду, еще и обучаться персонально. Что-то пройти мимо, потому что знает, на что-то уделить больше внимания, потому что для этого обучающегося это востребовано. Почему я говорю о новых направлениях? Потому что изменяется учебный процесс. Посмотрите, что произошло на наших глазах. Мы с вами соучастники этих изменений, и уже другого пути нет. Смотрите, мы сегодня работаем с использованием цифровой образовательной среды, где и происходит трансформация с помощью этой среды. Мы теперь должны и разбираться в технических особенностях, понимать, как организовать в этой сфере коммуникацию, как это сделать, и создать совсем другую учебно-методическую базу, потому что то, что работало в нашей традиционной среде, как оказалось, не работает в этой дистанционной. Таким образом, трансформация происходит на всех этапах: в технической, в коммуникационной, учебно-методической сфере. И с этим совсем должен справляться учитель. С другой стороны, в эту коммуникацию, в это взаимодействие вступают и те, кто учат, и те, кто учатся. И что это нам дает? А эта картинка очень простая. Каждый из нас тоже сегодня изменил социальную сферу. Изменились особенности отношений, особенности построения коммуникации. И, соответственно, среда, которая вот формирует современного и учителя, и современного обучающегося. И вот они со всеми своими ценностями в этой цифровой среде должны взаимодействовать. Что делать учителю в этой трансформации? И здесь, конечно, мы должны задуматься над тем, что же привносит нам цифровая дидактика. Первый и очень важный момент – это новая философия образования. Мы сегодня на учебный процесс с вами смотрим не на как отдельные учебные этапы в освоении учебного процесса, учебного содержания, а мы смотрим на учебный процесс целостно. Мы с вами проверяем, каким образом идет взаимодействие. Мы с вами выстраиваем логику учебного процесса. Нам нужно понять, как каждый этап, как каждая задачка, как каждая крупинка этого уникального учебного курса влияет на результат. Это другая философия образования, которую нам с вами нужно
осваивать. И вот эта новая возможность, цифровая дидактика, дает нам совсем другие возможности, появляются новые ценности. Ну, например, я выделила новые ценности для обучающегося. Многократное обращение к материалу. Это то, что сделать сложно в традиционном формате, потому что, да, мы можем обращаться к средству, к такому средству обучения, как учебник или пособие, но это не говорящая, это бумажная версия, которая не дублирует слово учителя, как он объяснял, что он говорил, как он углублял это содержание. А записи, например, встреч наших, они позволяют именно эту историю содержания увидеть. Мы можем учитывать возможности восприятия. Для тех, кто любит видеть, одна версия, для тех, кто любит слышать, другая, для тех, кто любит читать, третья. Ну и, наконец, это совсем другой темп изучения. Я могу один фрагмент очень много раз перечитывать, останавливаться. Ну, о чем говорить? Вот это то, что выделяет обучающиеся сами школьники как ценности. Мало этого, ученик может, независимо от учителя, использовать эти материалы. И это оказывается ценность. И вот появляется методист. Вы знаете, много сегодня споров идет на эту тему, потому что в бизнесе, например, нет такой роли почти. Или пишут, вы, наверное, все читаете, методист за 2 недели, мы срочно подготовим. А что это за роль? Что раньше разве не было методистов? А сегодня какой у них функционал? Какой они несут ответственность? Или, может быть, это совсем другая специализация? Может быть, это онлайн-методист или методист-дизайнер? Или еще сейчас модно писать методист, образовательный методист. Кто же на самом деле вот этот человек, который помогает учителю модернизировать, трансформировать процесс? Кто помогает сделать этот процесс уникальным, таким, чтобы обучающийся хотел там учиться, чтобы он вовлекался в учебный процесс, и это было не только на его интересе, но и на интересе тех, кто его обучает, что немаловажно на сегодняшний день. Поэтому давайте все-таки задумываемся над этой ролью для того, чтобы понять, каким образом мы можем с вами... И меня выбросило. Так, вот, секунду, извините, выкинула куда-то. Итак, кто мы? А если соединить методиста, соединить учителя и методиста, или, может быть, учитель в себе несет этот весь функционал, может быть, и учитель должен быть методистом. Что может сделать учитель для того, чтобы сегодня учебный процесс был уникальным? И это достаточно серьезная проблема. Сегодня говорят о том, что учитель-методист – это дизайнер. Вот давайте задумаемся, а дизайнер – это кто? Дизайнер ландшафтный бывает, да, он создает структуру, помогает сориентировать, каким образом этот ландшафт украсить, чтобы он радовал глаз. И это значит, что, может быть, дизайнер как раз и может этим заниматься. Учитель, он владеет содержанием, он профессионален, он понимает все тонкости учебной дисциплины. И он понимает, каким образом этот материал передать так, чтобы он был понятен обучающемуся. А дизайнер вполне вероятно может упаковать этот материал. Может быть, методист и должен этим заниматься, а не просто рассказывать, каким образом, как и что объяснять. И вы видите, как быстро меняются роли в этом мире. Мы с вами решали обычные дидактические задачи. Вы, наверное, помните, когда были однопредметные методические объединения. Физики отдельно, математики отдельно, биологи отдельно, и вместе нас никогда не собирали. Но жизнь показала, что каждый из нас может обогатить другую предметную область. Тогда появились разнопредметные методические объединения. А сегодня цифра плотно вошла в нашу жизнь. И вы знаете, мне недавно совсем сказали ребята, которые занимаются бизнесом в образовании, или образовательным бизнесом, они мне сказали так: а что, методист владеет цифровыми инструментами? А мы думали, что цифровыми инструментами владеет только педагогический дизайнер. Так вот, отсюда и идет неверное толкование роли. Когда мы сегодня говорим об инструментарии, мы понимаем, что методист, он в то же время, видимо, и дизайнер, потому что он может сформировать нам
систему, сформировать нам среду, представить правильное сочетание цветов, определить время, которое необходимо на усвоение того или иного материала. Он понимает новую философию организации учебного процесса не хуже, чем учитель, но с другой стороны, с позиции современных технологий. И получается, что для того, чтобы совмещать в себе эти роли и методиста, и дизайнера, и учителя, что, наверное, в первую очередь, мы понимаем, учитель – это источник содержания. Он знает предмет, он понимает, как это нужно сделать, как передать. Методист помогает вот этот вот предмет упаковать с использованием цифровых инструментов. Он знает, что если я хочу с использованием цифровых инструментов объяснить новый материал, я могу взять инструменты для видеозаписи, например, просто записать. Или взять инструмент в Moodle, который называется интерактивная лекция. Если я хочу организовать дебаты, допустим, или какую-то мозговую атаку, я могу взять программу GetLocus или, например, я не знаю, программу Trello для того, форум, для того, чтобы там организовать этот процесс. А когда мы говорим о дизайнере, то мы с вами понимаем, что дизайнер выберет сочетание цветов, правильно упакует, посмотрит на время, посмотрит на самые разные формулировки. И поэтому, конечно, вполне вероятно, сегодня в школе должен быть методист-дизайнер, который помогает учителю таким образом упаковать свой материал, чтобы он был понятен тем, для кого это делается. Ну, есть еще такая роль методолог, который выстраивает нам концепцию, выстраивает стратегию, формирует процесс, формирует, используя принципы организации обучения, но с этим, я думаю, школа не сталкивается. Таким образом, получается, что в дистанционном формате кардинально изменяется готовность комплекса, то есть мы не смотрим на учебный процесс от урока к уроку, а мы смотрим в целом сразу на учебный процесс, раз. Во-вторых, мы столкнулись с разработкой контента, с его отбором, и этим заниматься может в помощь учителя методиста, чтобы это было красиво, с учетом времени, цвета, содержания, методист-дизайнер, и это тоже обогащает процесс. И посмотрите, ведь изменился сам процесс подготовки к учебному занятию. В классической дидактике один маршрут, в цифровой дидактике другой. И вот в этой части цифровых инструментариев, разработки контента и заданий как раз и может с учителем работать методист. В Эстонии, кстати, есть такая должность, называется технолог. Вот очень интересный технолог Рождественская, которая как раз этим и занимается с учителями, когда помогает вот это содержание, которым владеет учитель, нанизывать на цифровой инструмент, чтобы правильно выстроить логику учебного процесса. Поэтому сегодня, видимо, методист в школе – это и есть педагогический дизайнер, который владеет цифровыми технологиями, понимает современную философию образования и умеет правильно помочь учителю для того, чтобы вот эту кладезь, вот эту основу предметную, фундаментальную передать нашему ученику, чтобы он ее интериоризировал и принял как должную. Методист играет достаточно серьезную роль в трансформации, потому что самим, я думаю, нам не справиться. Это касается не только учителя, это касается и преподавателей вузов, и педагогов в СПО, в колледжах, потому что очень важно не просто знать предмет, а уметь трансформировать контент, вот это содержание в контент, чтобы оно стало привлекательным, вовлекательным, и чтобы обучающийся принимал эту информацию в соответствии со своим возрастом, особенности памяти, мышлению и так далее. И такой вот подход, мне думается, к работе методиста-дизайнера в процессе цифровой трансформации, он как раз и адаптирует и учителя, и образование в целом, и обучающихся в этой среде, где мы с вами живем. Он объединяет пространство и жизни, и школы, не нивелируя, не идя на поводу обучающихся, а именно создавая новое вот это пространство для целей образования. Если есть вопросы, я готова ответить, Галина Владимировна. Спасибо вам за такую интересную тему, которая в том числе и меня на очень многие мысли и размышления побудила. Марина Ефимовна, очень глубокое выступление. Методологическое – это однозначно.
но здесь столько конкретных практических решений. Я вам очень благодарна. Вы знаете, Спасибо. действительно, эта тема, она стратегическая, и я думаю, что она станет основанием для осмысления на уровне, наверное, всего сообщества профессионального, потому что действительно сегодня мы говорим о новых тенденциях развития методических служб, методического пространства, но каким образом сегодня этот функционал, он применяется в образовательной организации, какие роли принимает на себя методист-профессионал, это еще требует размышлений и конкретных решений. И то, что есть уже опыт международный, и то, что вы предлагаете это, поэтому это очень дорогого стоит. Уважаемые коллеги, Марина Ефимовна, доктор педагогических наук, руководитель магистерской программы Московского педагогического государственного университета. Марина Ефимовна, я думаю, что вы наших коллег приглашаете на магистерскую программу. Да, конечно, Я позволю себе, я помню наш разговор, поэтому я сейчас вам несколько минут передаю еще раз слово, чтобы вы представили магистерскую уникальную программу, потому что действительно, когда мы говорим о образовательных технологиях, мы зачастую говорим, что цифровые технологии, а у вас очень глубокая программа. Мы говорим о целом пласте в системе образования, который требует сегодня очень пристального рассмотрения с точки зрения новых тенденций и даже новых профессий. Поэтому вам слово. Спасибо большое, Галина Владимировна. Это, правда, уникальная возможность. Уважаемые коллеги, у нас в МПГУ, Институте физики и технологий информационных систем, работает магистерская программа «Электронные образовательные технологии». Программа заочная, с 2 сессиями в год по 2 недели, ну, 2-3 недели, правда, обучающиеся учатся весь год, потому что цель нашей программы – это освоение современных технологий и разработка современных технологий организации обучения с использованием вот этой уникальной цифровой образовательной среды. К нам в магистратуру приходят и учителя, и преподаватели, и вузов, и школы, имеющие ученые степени и звания, свои компании, именно для того, чтобы систематизировать знания и выстроить правильную концепцию, логику собственного учебного процесса, который организуют. Большинство обучающихся, они, наверное, вам известны, и вы слышали, и видели их. Это очень в нашем пространстве образовательном известные люди. Это Елизавета Воробчикова, и Андрей Сиденко, и Александр Степанов, и Катя Родионова, и Татьяна Козлова. Ну, много коллег, которые прошли эту программу или учатся на этой программе. Это такая уникальная программа, которая сегодня объединяет уже около 100 закончивших магистратуру или обучающихся в магистратуре магистрантов. И я не премину сказать, что сегодня мы проводим методический экспресс, начинаем. У нас такой марафон, в котором принимают участие наши магистранты, и они будут знакомить сообщество с новыми программными отечественными продуктами. А в 6 часов мы начинаем марафон совместно с профессором, с доктором культурологии Купцовой Ириной Александровной, доктором педагогических наук Субачевой Мариной Львовной, магистром программы электронной образовательной технологии, специалистом-профессионал, ООО «Профессионал» Елизаветой Воробчиковой. И будем говорить о методистах, методологах и педдизайнерах. А затем уже начнется наш марафон. Каждая станция 45 минут, и вы сможете очень много интересного и полезного узнать и прийти к нам. В том числе наши магистранты ведут курсы повышения квалификации бесплатно в рамках практики, и тоже можно присоединяться, получать сертификаты и, главное, получать удовольствие, потому что мы этим занимаемся профессионально. Спасибо, Марина Ефимовна. Мы очень рады, что вы находите возможность подключаться к нашим событиям. Мы вам всегда рады, и я еще раз повторю, что очные встречи, я надеюсь, станут нашей тоже доброй традицией. Точно, мы с вами в одном цвете сегодня, хотя не договаривались. Да. Спасибо большое, всего доброго, спасибо. До свидания. Уважаемые коллеги, мы продолжаем вместе с вами работать. И сегодня впервые в рамках нашей уже 5-летней конференции с нами будет работать представитель университета Иннополис. Ксения Андреевна, я знаю, что вы сейчас можете к нам подключиться. Ксения Андреевна, руководитель по работе с регионами Центра цифровизации образовательной деятельности
деятельности университета «Иннополис». Да, Ксения Андреевна, мы вас видим. Очень важная тема, которую вы затрагиваете. Цифровой образовательный контент как инструмент педагога в достижении учебных результатов. Вам слово, Ксения Андреевна. Спасибо большое за приглашение. Я надеюсь, меня слышно. Ксения Андреевна, все хорошо, мы вас видим и слышим. Прекрасно. Что ж, я постараюсь быть краткой, но очень полезной. Итак, университет Иннополис является оператором федерального проекта по заказу Министерства просвещения, по заказу Минцифры России, целью которого является предоставление бесплатного доступа к верифицированному контенту для образовательных организаций, педагогов, учеников, их родителей, именно по программам начального общего, основного общего, среднего общего и среднепрофессионального образования. То есть, кратко говоря, это школы и СПО. Наша задача к 2024 году 100% образовательных организаций к нашему проекту, конечно же, подключить. Здесь, наверное, сделаю важный момент на том, что данный проект предусмотрен бесплатный доступ именно к тому контенту, который сейчас на образовательном цифровом рынке предоставляется платно. И задача как раз в рамках этого проекта данный контент предоставлять бесплатно. Если говорить еще про преимущества, то, безусловно, самое первое неоспоримое – это верификация контента, которая происходит под ведомственной организацией Министерства просвещения и полностью соотносится с теми требованиями, которые были озвучены в 543 приказе. Опять же, для образовательных организаций это абсолютно бесплатно и для родителей, и для педагогов, и для обучающихся. Соответственно, есть возможность сократить расходы на приобретение цифрового контента, лицензии, а также экономия семейного бюджета. Для педагога это возможность расширить функционал, то есть расширить палитру, разнообразие контента, потому что, как показывает практика, в образовательных организациях, если и были закуплены лицензии, то это буквально, ну, максимум 2 платформы. В нашем проекте данного ограничения нет, поэтому каждый педагог может выбрать именно тот контент, который ему подходит. Ну и, безусловно, этот проект позволяет повысить уровень цифровой зрелости в сфере образования не только данной образовательной организации, но и в целом региона. Если говорить про тот контент, который на текущий момент представлен, в 2024 году к нам присоединились 14 партнеров до конца этого учебного года, до 31 августа получается. Следующая наша процедура, так скажем, закупочная, состоится летом на следующий учебный год. Там уже есть большое количество новых желающих, которые хотят включиться в наш проект. Более 9 поставщиков уже верифицированы и доступны в личном кабинете наших пользователей. Это Учиру, Фоксфорд, Мэо, 1С, Новый диск, Native Class, э, это издательство «Просвещение», Я-класс и Физикон. Остальные компании сейчас проходят верификацию, то есть они уже на последней стадии. Важно отметить, что на текущий момент весь контент, который представлен, он в большей степени относится к общеобразовательным учебным дисциплинам. Но нам была поставлена задача от Министерства просвещения, чтобы в следующем учебном году наш список наших партнеров пополнили поставщики, которые реализуют профильный специальный контент для СПО, да, поэтому мы надеемся, что для СПО будет возможность, в том числе использовать какие-то дополнительные ресурсы, не только общеобразовательные. Далее, что хочется сказать. Если кратко говорить про статистику, вся страна уже подключилась, это безумно радует, и более 1,5 миллиона учеников активно используют нашу платформу, и более 200 тысяч педагогических работников. Что мы видим? Мы видим, что педагоги могут использовать цифровой контент, в том числе и на уроке, благодаря параллельному федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», потому что все учреждения сейчас активно оснащаются и Wi-Fi, и цифровыми интерактивными досками, мобильными классами. У каждого педагога есть свой ноутбук, поэтому возможность использовать интерактивный контент непосредственно на уроке, возможность каким-то образом, в том числе оптимизировать проверку домашних заданий, да, и какую-то часть проверочных работ также использовать в рамках данного проекта. Безусловно, можно использовать в формате перевернутого класса, а также, что актуально, дополнительно подготавливаться к ОГЭ, к ЕГЭ, к олимпиадам.
Ну и родитель, безусловно, в совокупности, в команде вместе с педагогом может использовать цифровой контент в рамках построения индивидуальной траектории своего ребенка. У нас есть электронная витрина учебных курсов, которая позволяет педагогу сориентироваться и понять, какой контент предоставляется бесплатно. Опять же, здесь тоже важный комментарий в том, что поставщики самостоятельно выбирают, какой контент они будут предоставлять в рамках проекта бесплатно. То есть, если к нам подключились платформы, это не значит, что все свои ресурсы они предоставляют бесплатно, потому что все-таки это коммерческие организации, но в целом, если педагогу интересна определенная платформа, он может в витрине курсов сделать фильтрацию и выбрать, посмотреть, какой же контент данного партнера в нашем проекте представлен бесплатно. Опять же, он может ознакомиться со всем контентом по необходимой ему дисциплине, либо по необходимому ему параллели. Мы сейчас работаем над, как сказать, м, расширяем функционал нашей электронной витрины, которая позволит педагогам в том числе проваливаться до конечного урока. То есть не просто писать какую-то там, не знаю, математика, либо алгебра 6-7 класс, а именно конкретная тема, не знаю, закон Архимеда, логарифмы и так далее. Также будет возможность выбирать по типу контента, то есть это автоматические онлайн-тренажеры, либо интерактивные курсы, либо видеоуроки. И контент для детей с ОВЗ, кстати, он у нас представлен, и у нас как минимум 2 партнера предоставляют контент для детей с ОВЗ. Это MEO и iSmart. Ну и, безусловно, будет возможность также фильтровать, то есть это олимпиадный уровень, подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ и так далее. Поэтому я думаю, что следующему учебному году мы этот функционал реализуем совместно с партнерами, и будет возможность уже более детального и быстрого поиска. Каким образом происходит подключение к проекту? Безусловно, во главе всего стоит директор образовательной организации, который подтверждает своих пользователей, педагогов и учеников. И если образовательная организация хочет подключиться к нашему проекту, она берет шаблон, форму нашей заявки, заполняет ее и направляет на наш электронный адрес. В принципе, QR-код на данную форму он активен, поэтому можно его использовать. Далее что происходит? Педагог, либо родитель, либо обучающийся регистрируется на нашей платформе. После этого он видит весь свой путь в личном кабинете, он заполняет данные своей образовательной организации. Дальше он стоит в истории, ожидает подтверждения со стороны руководителя образовательной организации. Как только директор его подтвердит, у него сразу открывается доступ к бесплатному контенту, то есть к любой платформе, которые представлены. И если педагога подтвердил директор, то у педагога открывается возможность подтверждать своих учеников, но только тех, у которых он, соответственно, ведет. Поэтому он может тоже подключиться и как можно скорее активировать всех своих пользователей. Мы совместно с нашими партнерами, безусловно, проводим вебинары для того, чтобы помочь педагогу сориентироваться в этом разнообразии цифрового контента и выбрать именно тот, который ему подходит. Есть обзорные вебинары, где у учителя есть возможность познакомиться вообще с данной платформой, понять ее основные преимущества, понять ее инструменты, которые она предлагает. Есть предметные, где каждый поставщик рассказывает непосредственно уже о тех цифровых ресурсах, которые, ну, к примеру, цифровые ресурсы для подготовки ОГЭ к ЕГЭ по обществознанию там, на платформе Foxford. Да, то есть и можно уже более предметно посмотреть, что есть. Далее, ну и, конечно же, экспертные, но экспертные, они скорее больше относятся непосредственно к какой-то методологической части в плане того, как организовать и выстроить ту или иную работу с цифровым контентом, да. Вот, наверное, это соотносится с тем, что тут до этого говорил предыдущий спикер. Еще параллельно в этом проекте мы проводим 2 дополнительных трека для педагога. Это оценка цифровых компетенций, которая позволяет сделать, так скажем, самодиагностику, понять, какие есть ключевые зоны развития. Мы саму модель цифровых компетенций разрабатывали большой экспертной фокус-группой, там принимали участие и практикующие педагоги, и научные деятели, и региональные центры, и Институт развития образования, ну, там, лидеры, педагогические вузы и так далее. Поэтому, в принципе, это большая была проделана работа, и мы ориентировались и на компетентностную ориентированность, и на уровневость, и на индивидуализацию траектории. В итоге у нас были сформированы 8 основных типологических профилей. Педагоги в прошлом году у нас прошли
порядка 40 тысяч оценку цифровых компетенций. В этом году она у нас стартует в сентябре ориентировочно и будет доступна прямая ссылка в личном кабинете педагога после того, как его подтвердит директор. Поэтому она составляет не более 60 минут и в целом получает именной сертификат, комплексную диагностику и предложение по развитию компетенций. И как продолжение, логичное продолжение этого трека мы предлагаем курс повышения квалификации по цифровым компетенциям. У нас уже прошел первый поток, очень большой отклик и обратная связь. Все отмечают качество, потому что, в принципе, также большая команда была привлечена к тому, чтобы разработать эти курсы. Поэтому первые удостоверения установленного образца полетят уже в июне. Также ссылки и возможность попасть на курсы повышения квалификации сейчас доступны в личном кабинете у педагога. То есть он может заполнить заявку на интересующий его период обучения и, конечно же, также пройти его бесплатно. Плюс параллельно наши курсы проходят процедуру включения в федеральный перечень КПК. Вот, я, наверное, рассказала в основном основные моменты. У нас еще в разработке 2 дополнительных курса. Один, наверное, в историю наставничества, когда педагоги могут, как цифровые лидеры, трендсеттеры, рассказывать и обучать своих коллег в своем образовательном учреждении. А также мы разрабатываем курсы по функциональной грамотности для педагогов, и я тоже думаю, что в конце этого года мы их представим. Я предлагаю подписываться на телеграм-канал. Это канал быстрых реактивных коммуникаций, где вся основная информация по проекту есть. Там же есть все ссылки на все вебинары, которые мы проводим, время, возможность регистрации. Поэтому, если будут вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Мои контакты также здесь указаны. Спасибо, Ксения Андреевна. Очень важная практическая информация. Мы действительно очень ценим ваш проект, мы понимаем его значение, и мы будем надеяться, что уже к 1 сентября все наши образовательные организации будут подключены к цифровому образовательному контенту. Задачу мы ставим перед собой, как операторами цифровой среды в нашей республике, поэтому будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Вот такие практические решения, о которых вы говорили с точки зрения и смыслов для нашего сообщества профессионального, они очень важны. Спасибо большое. Спасибо вам большое за приглашение. Обязательно приедем к вам в Будем гости. ждать. Да. Очень надеемся, мы, может быть, проведем и какой-то с вашим участием практический семинар. Мы понимаем, что верифицированный контент, он постоянно у вас расширяется, это очень значимо. Спасибо большое, будем вас ждать тогда. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. Ольга Михайловна Франчук. Ольга Михайловна, вы с нами на связи? Ольга Михайловна, цифровая экономика, автономная некоммерческая организация сегодня с нами работает вместе в рамках республиканской международной конференции. Мы очень рады, что вы сейчас столь важную тему затронете, поэтому я вам сразу слово передаю. Пожалуйста. Да, Марина Анатольевна, большое вам спасибо за приглашение. Для меня большая честь и радость презентовать на самом деле один из наших основных флагманских проектов «Урок цифры». Сегодня подробнее про него расскажу и также дополню нашим новым проектом, который направлен на уже летние лагеря, но тематика остается та же, это ранняя профориентация детей в сфере информационных технологий и вообще IT-специальностей. Хорошо, Ольга Михайловна. Да, очень приятно. Мария Анатольевна, к сожалению, сейчас не смогла принять участие. Веду я, ректор Института развития образования Китогородская Галина Владимировна. Прошу прощения. Ничего страшного, мы очень рады, да, потому что мы еще не виделись с вами. Поэтому, Ольга Михайловна, очень важны вопросы профориентации. Но, конечно, урок цифры – это очень знаменитый проект. Мы надеемся, что ваше представление, оно станет для нас еще раз более осмысленным. Пожалуйста, да, Ольга Михайловна. Спасибо большое. Тогда, с вашего позволения, начну. Да, что же такое урок цифры? Урок цифры – это всероссийская образовательная акция, направленная на раннюю профориентацию детей в сфере IT с контентом от таких компаний, как Сбер, 1С, Яндекс, лаборатория Касперского и Росатом. За все время проведения уроков цифры, проводятся они с 2018 года,
В среднем каждый урок проходит более 2 миллионов школьников со всей страны. То есть охват у нас большой, все регионы принимают активное участие, кто-то наиболее вовлечен во все процессы проведения уроков цифры, кто-то менее, но вот десятка наших лидеров регионов во главе с Белгородской областью, всегда их отмечаю, потому что именно в этом регионе более 50% школьников проходят каждый урок цифры, и это лидерство сохраняется за Белгородской областью до сих пор. Какие задачи решает наш проект «Урок цифры»? В первую очередь решаем вопрос дефицита IT-кадров, в решении которого заинтересованы также вот коллеги из Иннополиса, они активно вовлечены в эту повестку. Очень небольшое количество в данный момент материалов, приближенного к реальности, действительно запросов с рынка, используется у нас сейчас в рамках уроков информатики. Так вот, урок цифры в первую очередь позволяет педагогу, учителю информатики, но сейчас мы уже пошли шире, уроки цифры проводятся также и в рамках уроков обществознания, музыки, просто как неклассные часы, позволяет любому педагогу взять полноценный контент, который включает в себя и методические рекомендации, и тренажеры, и видеолекции, и провести полноценный урок, который охватывает как правило, урок охватывает одну наиболее актуальную тематику по информационным технологиям. То есть это и беспилотный транспорт, искусственный интеллект, квантовый компьютер недавно был. Сейчас у нас завершается урок фирмы 1С «Быстрая разработка приложений». Каждый год материалы, уроки от партнеров разные, но тем не менее все они доступны круглый год на нашем сайте урокцифры.рф. То есть и родители дома с детьми, и педагоги могут пройти, и ученики наиболее мотивированные в повышении уровня своей цифровой грамотности или, например, рассматривающие информатику как предмет для сдачи ОГЭ или ЕГЭ, могут в любой момент обратиться к сайту и пройти все уроки, которые доступны. По прохождению каждого урока ребятам выдается обязательно именной сертификат. И здесь важно также отметить, что любой урок будет разделен и разделяется на 3 возрастные группы по уровню сложности. Однако вот буквально недавно у нас завершался урок Росатома по теме квантового компьютера. Это первоклассники, 1-4 класс, с легкостью справлялись с тем материалом, который был предназначен для их возрастной группы, и проходили уже более сложные задания. Это все остается на усмотрение педагога, родителя, ну или самого ученика, если он проходит урок цифры дома. Соорганизаторами этого проекта, не могу не отметить, выступают, конечно же, Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство цифрового развития, которые также очень помогают нам в информировании в оперативном всех регионах, региональных министерств, когда у нас запускается новый урок. Рассказываем про урок цифры мы следующим образом. Проводится обязательно открытый урок с участием местных региональных министров образования, либо министров цифрового развития. Урок обязательно освещается в СМИ для того, чтобы каждый мог узнать о том, что запустилась новая тематика, что все материалы уже доступны на сайте, можно обращаться к ресурсу и заниматься, повышать все свои навыки. С 2018 года, здесь у меня, к сожалению, не актуальная цифра указана, уроки цифры прошло более 53 миллионов школьников. Более 53 миллионов обращений было к тренажерам за эти годы.
Надеемся, что и дальше интерес к урокам цифры будет также большим. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы разнообразить наш контент, сделать его еще более интересным. Поэтому всем рекомендую всегда обращаться к сайту и следить за всеми обновлениями. Перейду к следующей части своего выступления. Ни для кого не секрет, что совсем скоро летние каникулы, но вопрос непрерывности образования и развития детей для нас, для взрослых, остается открытым. Также и мы со своей стороны с партнерами думали, как же мы можем продолжить обучать IT наших деток, школьников в летний период. Потому что в летний период школы не работают при них только школьные лагеря, соответственно, уроки цифры не проходятся. Таким образом, провели небольшое исследование по теме того, сколько всего в России детских лагерей, а сколько IT-смен, где дети могут продолжать профориентироваться в направлении информационных технологий. Цифры оказались следующие. Всего в России 13,3 тысячи детских лагерей, и всего 300 из них, по данным из открытых источников, это профильные IT-лагеря и смены, что катастрофически мало. И зачастую стоимость таких смен доступна не каждому родителю. Таким образом, появился проект «День цифры», всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий на базе материалов уроков цифры для детских лагерей. Здесь на слайде мы видим уже небезызвестных нам героев урока цифры, которые отправляются на каникулы в летний лагерь, но продолжают повышать свои навыки и знания в сфере информационных технологий. Что включает в себя этот проект? На самом деле здесь нет особо сильного употребления и использования для игры в День цифры компьютеров, так как далеко не во всех лагерях есть оборудованные компьютерные классы, поэтому вся игра строится в формате квеста, квиза, но за основу взяты, конечно же, все материалы, все методические рекомендации с уроков цифры. Точно так же наши методисты проработали всю программу для проведения этого дня в лагере, по сути, общелагерного мероприятия в сфере информационных технологий. Мы даем вожатым, руководителям лагеря, воспитателям некий такой work-tool, чтобы можно было полностью взять все материалы и провести мероприятие, да, в лагере, точно так же с разделением на 3 возрастные категории, чтобы все детки смогли поучаствовать. Все материалы уже доступны на сайте, можно переходить по QR-коду и оставлять заявку. На следующей неделе у нас уже будет проведена апробация, тестовый запуск Дня цифры. Лично буду проводить на базе детского центра «Орленок» с ребятами большой День цифры. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада ответить на вопросы здесь или в завершении конференции. Ольга Михайловна, очень интересное выступление. Конечно, хочется пожелать вам, чтобы вам было всегда действительно профессионально интересно, потому что я понимаю, что с одной стороны урок цифры — это уже традиция, а с другой стороны вы постоянно включаете новый контент, и, конечно, это очень здорово. Но самое главное, что это востребовано нашими детьми, и сегодня действительно это потребность, которая сформирована именно как государственная задача нашим президентом, и это здорово, что вы сработали на опережение, так стратегически мыслите, поэтому мы надеемся, что если будет какой-нибудь подключаться все время к уроку цифры, увеличивая масштабность именно действия на территории Республики Коми. Спасибо, это очень важное выступление. Спасибо вам большое, спасибо. Республика Коми, кстати, у нас тоже в лидерах. Ой, это хорошо. В десятку каждый урок да, обязательно входит. Да, но нам интересно Спасибо. Вот еще летние лагеря подключить, поэтому вот это
направление, которое вы в этом году анонсируете. Я надеюсь, что тоже здесь мы войдем в лидеры. Это очень важно. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Уважаемые коллеги, мы с вами продолжаем. И действительно, конференция у нас носит международный характер. Сегодня в рамках пленарной части мы знакомились с опытом сопровождения педагога в Витебской области. А у вас есть возможность вместе с Екатериной Александровной Заяц, представителем города Лепель Витебской области, поразмышлять о визуализации для зумеров. Екатерина Александровна, мы вас слышим. Прошу вас, мы вас видим. Республика Коми рада вас приветствовать. Надеемся, что онлайн-формат, он перерастет и в дальнейшем в очные встречи. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Значит, все мы знаем... Минуточку. Закрой, пожалуйста, двери, Тимоша. Что современные дети с раннего детства интегрированы в цифровую среду. И для современных учащихся все цифровое и все физическое существует в цифровом эквиваленте. Реальный и виртуальный мир неотделимы. Обучение напрямую зависит от интернета. С детства они познают мир с помощью Алисы и Сири. Вместо наручных часов они используют смартфон. Вместо чтения они просматривают ролик на YouTube, а вместо библиотеки они используют Google и Яндекс. Но именно такие учащиеся и такие дети и нужны современному обществу, способные к быстрому поиску и восприятию информации, умеющие ориентироваться в бесконечном информационном мире и способные молниеносно принимать нестандартные решения. Такие учащиеся готовы к эксперименту и проведению инновационных проектов. Цифровые технологии, они постоянно меняются, они не стоят на месте. И их развитие, оно помогает развивать критическое мышление учащихся, функциональную грамотность и также медиаграмотность. И в свою очередь учителя задумываются, как обучать современных учащихся, как идти в ногу со временем, как построить эффективное и информационное взаимодействие. И здесь нам на помощь приходят сервисы Web 2.0. И их разнообразие очень велико, и каждый предметник может выбрать те сервисы, которые подходят при обучении определенному учебному предмету или соответствуют темпераменту педагога, учащегося и реализации, конечно же, учебных целей образования. Использование данных сервисов способствует индивидуализации и дифференциации учебного процесса, развитию функциональной грамотности и критического мышления. Данные сервисы делают учебный процесс значимым для каждого индивида. Они способствуют развитию языковой, коммуникационной компетенции, учебно-познавательной компетенции. Также содействуют повышению мотивации к изучению иностранного языка и, конечно же, визуализации учебного материала. Применение сервисов Web 2.0 при обучении иностранному языку помогают максимально приблизить ситуацию учебного общения к ситуации реального общения. На современном этапе обучения каждый преподаватель стремится подобрать соответствующую тему, которая соответствует интересам его учащегося и потребностям для общения на иностранном языке. Использование данных сервисов способствует тому, что учащийся начинает общаться на английском языке спонтанно. Он не боится этого общения, и он не испытывает стеснения и дискомфорт. Формирование учащихся коммуникативной компетенции является одной из главных задач развития современного общества, а сервисы Web 2.0 способствуют повышению эффективности занятия, качества занятия учащихся и, конечно, визуализации учебного материала. По функции своего использования я предлагаю поделить данные материалы по нескольким категориям. Это прежде всего сервисы, которые способствуют организации совместной работы, а также сервисы для организации самопроверки, сервисы для реализации обратной связи и учебные платформы. Сейчас мы рассмотрим каждый из этих сервисов немножечко более подробно. Значит,
Среди сервисов организации совместной работы, конечно же, это нужно упоминать сервисы Google. Google документы и Google презентации, которые способствуют тому, чтобы учащиеся совместно работали над проектом, совместно изучали материалы. Ведь, используя данные инструменты, каждый учащийся имеет доступ к материалу, независимо от того, где он находится. Они могут работать совместно над одним документом и также обсуждать какие-то проекты. Когда мы с учащимися работаем над проектами, мы используем Google презентации, где каждый из учащихся может редактировать одну страничку из презентации, и затем общий дизайнер у нас также редактирует, смотрит, чтобы данная презентация была в одном стиле, не содержала каких-то ошибок в своем исполнении. Сюда же можно отнести к сервису для организации совместной работы и онлайн-доски. Наиболее часто мы используем WordWall или Padlet. Чем нам нравится данная доска? Тем, что здесь можно прикрепить как аудиоматериал, так и видеоматериал и какие-то правила для повторения и систематизации материала. При помощи данной онлайн-доски мы можем провести опрос среди учащихся и, работая над проектом или просто проверяя даже домашнее задание, учащиеся выражают свое мнение по определенному вопросу, и они имеют возможность комментировать ответы учащихся. И если поначалу учащиеся боялись писать что-то на данной доске, то постепенно мы видим, что даже на переменах между учебными занятиями они обсуждают, какие ошибки сделал тот или иной учащийся, и пытаются совместно, без помощи учителя, отредактировать свой комментарий или прокомментировать новое. Они обсуждают то, что пишут их одноклассники. Так, и одним из сервисов для организации совместной работы, конечно же, является облако слов. Для создания данных облаков слов наиболее часто мы используем сервис WordArt и также Tuxedo. Данный сервис помогает наладить работу, когда нам нужно интерпретировать текст. Либо мы организуем совместную работу над каким-то высказыванием, работаем над созданием высказывания, где учащиеся набрасывают слова, которые можно включить в данное облако слов, и также потом они составляют либо предложение, либо это план монологического высказывания, либо данные слова помогают обобщить им материал. И также данное облако слов хорошо работает на рефлексивном занятии, на рефлексивном этапе учебного занятия, где они, используя данные слова, также составляют высказывания по теме учебного занятия. Среди сервисов организации самопроверки невозможно не упомянуть сервис Learning Apps, который, наверное, является наиболее распространенным не только в нашей республике, но, наверное, и во всем мире. Он является, данный сервис, своеобразным конструктором интерактивных занятий, при помощи которого можно создать задания как речевой, так и условно-речевой направленности для учащихся и совместно с ними. Данный сервис предназначен для создания интерактивных учебных пособий по различным предметам. Он позволяет создавать задания разных типов: викторины, дидактические игры, классификации, пазлы, сортировки, кроссворды и так далее. Пользоваться данным сервисом довольно легко, и даже начинающий пользователь может это сделать. Тем более, что в нем содержится очень много шаблонов, которые мы можем изменять в соответствии с темой нашего занятия, либо в соответствии с целью нашего занятия. Чем хорош данный сервис, что задания, которые выполнили учащиеся, они сразу автоматически проверяются, осуществляется обратная связь и имеется HTML-код, который преподаватель может вставить в свой блог или сайт, и учащиеся могут непосредственно на этом блоге или сайте выполнить данное задание.
Также нам нравится для проверки усвоения лексических единиц использовать сервис PuzzleCap. Данный сервис это сервис создания кроссвордов, где учитель вводит только слова, которые он хочет проверить на усвоение учащимися, и также определение данных слов. А программа уже генерирует кроссворд по своему усмотрению, можно менять его конфигурацию, и также можно использовать данные кроссворды как онлайн, так и, если нет такой возможности использовать их онлайн, можно их распечатать, отпадает необходимость черчения клеточек вручную, все красиво сделано и аккуратно. Кладезью интерактивных флеш-карточек у нас является сервис для организации самопроверки ClassTools.net. При помощи данного сервиса мы можем создавать флеш-ресурсы. Наиболее часто я его использую для треугольных карточек. Каждый шестиугольник у нас представляет собой он связан с другим шестиугольником согласно событийным каким-то связям или понятиям. Если мы проверяем какие-то грамматические навыки у учащихся, то, конечно, у всех учащихся будет одинаковая форма данных шестиугольников. На слайде сейчас желтым цветом изображено, мы проверяли, как учащиеся 5 класса знают неправильные формы глаголов в английском языке. А на белом фоне у нас представлены шестиугольники. Это уже работа была со взрослыми. Они представляли, какие качества необходимы учителю, чтобы быть успешным, какими компетенциями должен обладать педагог. И если желтые шестиугольники имели у меня специальную форму, то белые шестиугольники, они могли иметь абсолютно любую форму в зависимости от того, что каждый педагог вкладывал в понятие компетенция и каким он представлял современного педагога. Также в данном сервисе мне нравится использовать фейкбук при прочтении литературных произведений. Каждый учащийся может создать страничку литературного героя или главного персонажа произведения. Он может подружиться с другими историческими личностями, которые создавали другие учащиеся. Он может на данной страничке отразить образ жизни своего героя или может какие-то сведения из его жизни, из его биографии также здесь пометить. И учащимся очень нравится рандомайзер, приносит какую-то изюминку в учебное занятие. Значит, когда мы в этот рандомайзер вносим имена учащихся и крутим его на уроке, чья же очередь сейчас будет отвечать. То есть какая-то новизна, никто не знает, кого выберет программа, и нету никаких вопросов, а почему я, или а я лучше знаю, и я бы хотела ответить на этот вопрос. Все делает программа, никто ни на кого не обижается. Так, и, конечно же, мне очень нравится для введения лексических единиц и для активного закрепления, особенно для низкомотивированных учащихся, либо тех, кто отсутствовал на учебном занятии во время его проведения, сервис Quizlet.com. Данный сервис помогает запомнить лексические единицы. Здесь есть разные режимы работы с этими единицами. Если мы выберем формат карточки, который представлен сейчас на экране, то здесь идет на одной стороне идет слово на иностранном языке, на втором мы можем либо картинку, изображающую это слово, либо перевод, либо его объяснение, что значит это слово. Если мы возьмем режим заучивания, то в этом режиме у нас уже учащиеся воспринимают слово на слух. Идет звучание слова на иностранном языке либо на русском, и учащиеся, наоборот, должны записать это слово на другом языке. В режиме письмо идет тренировка
а также переводным способом данных слов. То есть у нас слово написано на русском языке, а учащиеся должны записать его на иностранном языке. Если мы проверяем правописание слова, опять же, учащиеся слышат слово и воспринимают его на слух и должны напечатать на компьютере либо на своем телефоне данное слово. Также имеется в данном сервисе формат теста, когда учащимся предлагаются и переводной, и беспереводной, и способы изучения данного слова, то есть проверки их знаний и усвоения данного материала. И также имеется высший пилотаж, это игровой формат, подбор и гравитация. Когда в подборе у нас у учащихся нужно соединить иностранное слово с его русским эквивалентом, а в гравитации у них как космические тела падают слова на английском языке, и нужно быстренько, падают они слова на русском языке, и нужно быстренько их напечатать на английском языке. То есть это и скорость реакции мы проверяем, и знания, и также нужно какой-то соревновательный эффект, нужно спасти Землю и не дать данному метеориту упасть. И также мы переходим уже к сервисам для реализации обратной связи. Наиболее любимыми и часто используемыми среди моих учащихся могу назвать Kahoot и Quizzes. Данные сервисы также нравятся учащимся, потому что для их использования нужен компьютер, нужен телефон у каждого учащегося и экран либо телевизор у педагога. В чем состоит отличие данных сервисов? Для Quizzes, сервис Quizzes можно использовать в качестве домашнего задания, и каждый учащийся может индивидуально, в своем индивидуальном темпе выполнять упражнения, а в Kahoot уже они все сообща, мы не можем индивидуально дать, мы должны ждать каждого учащегося, пока он ответит на вопрос. Но оба данных сервиса, в них можно вставить и фото, и видео, и тестовый вопрос, и вопрос верно-неверно, и даже какое-то голосование. То есть мы чаще всего используем данные сервисы при изучении грамматического материала, при составлении монологического высказывания, при работе над текстом, либо над устным высказыванием по определенной теме. И, конечно же, в качестве рефлексии, которую очень любят учащиеся и просят включите нам Kahoot, мы это будем делать. Также среди сервисов для реализации обратной связи очень хороший сервис напоминает онлайн-доску Genially.com. Данный сервис является мегаконструктором, с помощью которого можно создать интерактивный плакат, презентацию, либо инфографику, дидактическую игру. Сервис довольно прост в использовании, так как имеет шаблоны страниц, и преподавателю достаточно наполнить предполагаемый шаблон своим материалом. На экране у нас представлен интерактивный плакат при изучении темы профессии, когда мы изучали тему детектива, профессию детектива, где учащиеся могли ознакомиться, что представляет из себя данная профессия, и также попробовать, смогут ли они применить качество, есть ли у них качество, необходимое для данной профессии, найти предметы по их описанию на картинке. В данный сервис можно вставить очень много ссылок, интерактивных ссылок, по которым учащиеся в рамках своего прохождения могут проходить и использовать новые и новые сервисы. И также среди сервисов для хранения информации мы можем выделить учебные платформы. Это Blogger, Google сайты, WordPress, либо BlendSpace. Чем хороши данные платформы? Значит, это тем, что на данных сервисах можно поместить задания, разработанные при помощи всех вышеупомянутых сервисов. К заданиям, размещенным на данных платформах, учащиеся могут возвращаться неограниченное количество раз. И учитель также имеет возможность в любое удобное его время
также применить данные сервисы в своей работе и избавиться от рутинного варианта выполнения упражнений. Ну и, конечно же, хочется отметить, что все вышеупомянутые сервисы можно использовать для организации и проведения сетевых проектов, неурочной деятельности, либо дистанционного обучения. Выбор того либо иного сервиса зависит от поставленных целей и желаемого результата. Используя данные сервисы на практике, у учащихся повышается мотивация к изучению иностранного языка. Также их применение способствует развитию языковой, учебно-познавательной и коммуникативной компетенции. Учащиеся с большим удовольствием участвуют в разнообразных конкурсах, проектах. Они общаются с носителями иностранного языка при помощи сети интернет, пробуют свои силы в разработке и проведении мероприятий для младших классов, а для учителя, конечно же, сокращается время подготовки к занятиям. Нет необходимости использовать печатный вариант заданий и после его проверять. Программа все сделает за него, облегчая при этом труд. И также использование данных сервисов помогает учителю быть современным в глазах учащихся, помогает идти в ногу со временем и быть с ними на одной волне, скажем так. Наверное, 2 минуса только заметила. Это первое время для учителя время затратно, когда он учится. Ну, а учащимся, конечно, хочется все учебное занятие провести, используя данные сервисы, но санитарные нормы не позволяют это сделать. И в качестве рекомендации, наверное, не рекомендуется использовать данные сервисы на каждом уроке. Это должно быть изюминкой для учащихся, и они должны с нетерпением ждать, когда же им будет позволено использовать данный сервис в их деятельности. Спасибо. Спасибо, Екатерина Александровна. Очень важно, что вы именно в своем образовательном процессе и здесь, и сейчас, и даже детей было слышно, это очень здорово, находите возможность еще поделиться своим опытом. Аналитический доклад, действительно, вы здесь не только свою практику представляете, но и проводите очень глубокую рефлексию именно своего опыта. Это очень ценно. Да, действительно, Республика Коми тоже включена в трансформацию, и мы понимаем, что трансформация связана с тем, что действительно мы меняем подходы к использованию различных ресурсов, в том числе международных. У нас сейчас очень много российских ресурсов, поэтому вот именно такой контент интеграционного характера, возможности и Беларуси, и России сейчас очень важны с точки зрения того, что мы повышаем качество образования, конечно, используя все-таки потребности наших детей, наших зумеров. Это хорошо. Спасибо большое. Будем надеяться на дальнейшие встречи. Вам всего доброго. Включайтесь дальше в образовательный процесс. Спасибо и вашему директору, который позволила вам сейчас поработать на нашей международной конференции. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, итак, мы завершили первую сессию, которая была посвящена цифровой трансформации образовательной инфраструктуры в контексте повышения качества образования. Мы будем продолжать работать в рамках трека «Инфраструктура образовательных организаций» проекта 500+. Мы понимаем, что, говоря об инфраструктуре, мы будем рассматривать в дальнейшем, конечно же, и возможности нового оборудования, и вопросы, связанные с специальным развитием наших педагогов. А сейчас я пожелаю вам успехов, я рада, что вы были с нами, и мы завершаем сессию «Цифровая трансформация образовательной инфраструктуры». Всего вам доброго, ждем вас на следующих наших сессиях. Спасибо.